Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Эпиграфом к нашему уроку я взяла слова народной мудрости. Все, чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Знания, которые вы приобретаете на уроках, обязательно пригодятся вам в жизни. Начнем наш урок. Проведем словарную работу. Посмотрите на буквы, которые записаны на слайде. Отгадайте, какое слово рассыпалось. Правильно, это слово библиотека. Что такое библиотека? У этого слова несколько лексических значений, но все они непосредственно связаны с книгами. Ведь первоисточником этого слова является греческое библиотеке, образованное от слова библион – книга и теки – хранилище. Итак, библиотека – это помещение для хранения книг, книгохранилище, учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного пользования, школьная библиотека и название серии книг определенной тематики, например, «Жизнь замечательных людей». Запишем слово, определим его СУО. Запишем предложение со словом «библиотека». На другой день я записался в библиотеку и взял 2 книги. Подчеркните глаголы. Определите их время и род. Вспомните, как изменяются глаголы прошедшего времени. Что вы можете сказать о глаголах прошедшего времени мужского рода? Какое окончание у глаголов прошедшего времени в женском роде? Какое окончание имеют глаголы прошедшего времени в среднем роде? На какие вопросы они отвечают? А теперь прослушайте стихотворение и определите, о какой части речи мы будем говорить на уроке. Проснулся, прищурился, сел, улыбнулся, отдернул, зажмурился, встал, потянулся, взглянул, почесался, намылил, умылся, зевнул, причесался, почистил, побрился. О какой части речи мы будем говорить? Правильно, о глаголе. О чем же еще мы будем говорить на уроке? Из цепочки букв выпишите только заглавные. Какое слово у нас получилось? Получилось слово «приставка». Мы определили 2 значимых слова темы нашего сегодняшнего урока. Это приставки с глаголами. Сформулируем тему урока, связав эти слова. Правописание глаголов с приставками. Сегодня на уроке закрепим знания о правописании приставок в глаголах. Будем развивать умение употреблять в речи глаголы с приставками. Давайте вспомним то, что уже знаем о глаголе и о приставке. Что такое глагол? Это часть речи. Что обозначает глагол? Обозначает действие предмета. На какие вопросы отвечает глагол? Что делать, что сделать? Каким членом предложения чаще всего является глагол? В предложении глагол является сказуемым. Как изменяется глагол? Изменяется по числам и временам. Давайте вспомним, что такое приставка. Приставка – это часть слова. Где стоит приставка? Перед корнем. Для чего служит приставка? Для образования новых слов. Как пишутся приставки со словами? Приставки со словами пишутся слитно. В чем различие между приставкой и предлогом? Предлог – это часть речи, со словами пишется раздельно
и служит для связи слов в предложении. А может ли предлог употребляться с глаголом? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем исследование. Прочитаем слова «во дворе», «попрыгать», «наливать», «на самолете», «по дорожке», «пробежать», «под землей», «у дома», «улететь», «поглядеть», «по лужам», «намокнуть». Определим, что в каждом случае стоит в скобках – предлог или приставка. Распределим слова в два столбика. В первый столбик – слова с предлогами, а во второй – слова с приставками. Определите, какими частями речи являются слова первого столбика с предлогами. Именами существительными. Значит, существительные употребляются с предлогами. А есть ли среди слов первого столбика глаголы? Нет. Среди слов первого столбика нет глаголов. А среди слов второго столбика? Во втором столбике все слова глаголы. Раз тема нашего урока – правописание приставок с глаголами, то какой столбик слов нужен нам для работы по нашей теме? Конечно, второй. Верно, будем работать со словами второго столбика. Выделим приставки. Если приставка – это часть слова, то как она пишется со словами? Правильно, слитно. А могут ли глаголы употребляться с предлогами? Нет, не могут. Сделаем вывод. Предлог – это часть речи и служит для связи слов в предложении. Между предлогом и словом можно вставить вопрос или другое слово. Предлог никогда не стоит перед глаголами. А вот приставка – это значимая часть слова, которая служит для образования новых слов. Со словами пишется слитно. Между приставкой и словом вопрос поставить нельзя. Приставка употребляется со словами, отвечающими на разные вопросы, но чаще всего с глаголами. Как же так случилось, что глаголы крепко подружились с приставками и всегда пишутся слитно? Послушайте грамматическую сказку о глаголе и приставке. Неразлучные друзья. Нередко на глагол нападала грусть из-за того, что мало было у него настоящих верных друзей. И вот шел он как-то печальный, понурив голову, по берегу реки. Вдруг слышит, кто-то плачет. Подошел поближе и видит, сидит на камне приставка и заливается горючими слезами. «Что ты плачешь?» – спросил глагол. «Как же мне не плакать?» – сказала в ответ приставка. «Мне так плохо жить одной». «Ну так давай дружить, и мне веселее будет». «Согласна!» – с радостью воскликнула приставка, утирая слезу. «А у тебя есть братья?» «Да, и очень много, но все они живут в разных местах. Прыгают, бегают, поют, кричат, дерутся. Я познакомлю их со своими сестричками-приставками, если мне удастся их всех собрать», – сказала приставка. «Одна где-то над, другая под, третья за, четвертая, кажется, в». Наконец приставки перезнакомились с глаголами и стали навек неразлучны. Так им понравилось дружить. Так как же глаголы пишутся с приставками? Глаголы с приставками пишутся слитно. Применим наши знания к практическим заданиям. Образуйте глаголы с помощью приставок пере, вы, с, у, за, при, в, от. Проверьте себя. Перебежать, выбежать, забежать, убежать, прибежать, вбежать, отбежать, сбежать. А сейчас кто бы мне узнать помог, где приставка, где предлог?
Спешите без скобок. Выделите приставки. Подчеркните предлоги. Зашел за товарищем, пошли по улице, дошли до реки, отплыли от берега, доплыли до островка, нашли ежика на опушке рощи. Проверьте себя, не забывайте, что между предлогом и словом мы можем поставить другое слово или вопрос, а приставка пишется со словами слитно. А теперь раскройте скобки. Обоснуйте свой ответ. Какую особенность заметили при выполнении задания? Слова слышатся одинаково, а пишутся по-разному. От чего это зависит? Зависит от того, какой частью речи является слово. Если глагол, то приставка пишется слитно. Если существительное, то предлог со словом пишется раздельно. Проверьте правильность выполненного задания. Решили лисы кролика, что сделать? Запечь. А кролик из духовки прыг за какую печь? Сугробы снега в юге что сделали? Намели. И грузовик, как баржа, на какой мели? Зависело от какого мыла? Веснушки я б что сделала? Отмыла. Узнайте приставки по предлогам. Подберите пару. Действуйте по образцу. Проверим правильность вашего выбора. А сейчас раскройте скобки, допишите к словам в скобках нужные по смыслу приставки при, с, на, в, от. Выделите приставки. Проверьте правильность выполненного задания. Подарок. Младшему брату в подарок можно смастерить скаковую лошадку. Надо взять старый носок и набить его ватой. Затем вставить внутрь носка палку и крепко прикрутить к ней носок. От старой перчатки надо отрезать 2 пальца и пришить их к голове. Затем наклеить 2 бумажных кружочка или пришить 2 пуговицы, глаза. Из тесемки сделать уздечку. Получилась прекрасная лошадка. Такой подарок можно подготовить своему младшему братишке или сестренке. А наш урок подошел к концу. Вы хорошо поработали. Теперь предлагаю вам выполнить тест, вспомнив все, что сегодня узнали на уроке. Глагол – это часть речи, которая обозначает. Второе задание. Выберите верное утверждение. Третье задание. Выберите, в какой строке все слова написаны верно. И четвертое задание. Выберите, в какой строке все слова записаны верно. А теперь проверьте правильность выполненного задания. Я думаю, если вы внимательно прослушали урок, у вас не возникло затруднений в выполнении этого небольшого теста. А сейчас проведите анализ своей деятельности. Закончите фразу. Я узнал, я научился, я могу. Поднимитесь на гору успеха. Определите, какой высоты вы достигли при получении новых знаний.
и прослушайте творческое домашнее задание. По выбору. Запишите 10 глаголов с приставками или составьте и запишите 3 предложения, употребив глаголы с приставками. Побежал, унесло, раздувает. И третий выбор. Составьте и запишите 3 предложения с глаголами с приставками. А я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания, до новых встреч.